Добрый вечер. Сегодня мы начинаем нашу очередную информационную программу. Согласитесь, что операционное травматологического отделения не самое прекрасное место на этой земле, я имею в виду для времяпрепровождения. Но именно туда мы и приглашаем вас сегодня с нашей передачи. Заранее предупреждаем вас, что там не будет ни многочасовых внеплановых операций, ни борьбы за жизнь, ни напряженных лиц хирургов и медперсонала операционной. Будет, в общем-то, рядовая операция. Операция, которая длилась-то всего-то 40 минут. История наша началась довольно давно. Началась она 23 мая этого года. Но, впрочем, наверное, все по порядку. Ага. И улыбайся, Оксана. Да, Оксана, улыбайся. А что с тобой случилось? Что такое? Можешь рассказать? В больнице. Шла с больницы? Так. Ехал. Ну, не заметил, правда. Он по одной стороне, я на другой. Он руль не держал, был пьяный. Ну, наехал. Он стал мокрый. 3 раза побили. Потом его друзья подошли. Они отнесли в больницу. И тебе перелом был, да? Угу. Давно? 23 мая. А здесь у тебя операция первый раз, да? Здесь, да, первый раз. А до этого где была? В Беркутове. Ну, ты сейчас что-нибудь чувствуешь, что ты больно? Не чувствую, там что-то... А боли нет? Боли нет? До свадьбы ты заживет, а нет, ты что? Свадьба что уже, Ну, вот разом же. Когда заживет, тогда она говорит, может. Какая сам еще не замужем? Все правильно, ты же с папой. Вот такой случай. Прекрасный майский день. Возвращается из больницы Оксана в своем родном Беркоките. И надо же такому случиться, что именно возле больницы сбивает ее пьяный мотоциклист. Но хоть в чем-то повезло. Рядом Беркокитская поселковая больница, где и начинает свое лечение, напоминаю, с 23 мая Оксана. 1 ноября ей была сделана операция в травматологическом отделении города Нерюнгри. Проводил операцию зав. Отделением Ан Николай Владимирович. Что ты думаешь? Да вот спрашивает, можно ли было сразу аппарат наложить? Почему? Да. Да, мы, в принципе, здесь так и лечим. Мы здесь так и лечим, в смысле, но... А в пациентам... Беркоките нет такой возможности? В Беркоките нет. В Беркоките уровень оказания ниже. Ниже, и при том, наверное... Ну, они никогда там не занимаются этим делом. То есть, если бы ее сразу доставили к вам, она бы сейчас уже была здорова и бегала по улице. Ну, это трудно сказать. Это трудно сказать, но лечили бы мы ее наверняка не так, как лечили ее так. Вот это вот точно. Мы проволокой в таких ситуациях не пользуемся уже давно, да, и я думаю, что это порой.
Что? Больно уже, да, Александр? И смешно. Ты тоже кушаешь. Смешно, как вокруг тебя прыгает. Что ж, видишь, ты как попала хорошо. Да, ты кричишь. Сейчас она более пройдет и будет. Не, ну последний приход аппарата пользы не долго. Я что там? Вон место, это губермес. Это за Грозным там аппарат искать делают. И у Елизарова у него там производство какое-то, это как производственное объединение, как это там называется, что-то. Вот. Ну, губермесовцы, они, у них и аппараты, и все перестраиваются. Плохо. Все эти конструкции еще тех первых моделей. А вот от Елизарова мы получали аппарат. Да? Но уже последние, вот эти флажки, вот эти всякие выносные, шарниры. Вот это от Елизарова. Ну, сейчас, похоже, и Елизаров в коммерцию ударился. Изоточка спиц другая. Они же все по старинке, под треугольной точке. А потом приходится их брать и перетачивать. Надо точило новое приобрести. Туда надо. Это аппарат. Потерпеть. С 83-го года я его учу. Сколько нервов потратил. Сейчас нет. Так, здесь течет. Собирай. Стандартная операция. Не бывает, да? Часто вот такие вот операции проходят у вас, как сегодня прошла, и какая-то, допустим, по другому сложности их можно разбить как-то. Это сложная или рядовая операция, может быть, простейшая, как? Нет, ну, дело в том, что у нас она, наверное, так больше относится, не скажем, что она очень сложная и не рядовая. Вот, потому что аппаратное лечение, наверное, года так 3, 4, 5, вот, мы применяем довольно широко. У нас вот проспециализировались доктора, вот, и мы применяем довольно широко. Вот. Почему эта операция сложная? Потому что уже оперировалась. Девочка уже оперировалась, поэтому вот это вот повторное вмешательство, там фактически сформировался уже ложный сустав. То есть исходный вариант, сейчас исходный вариант начала лечения, сейчас, конечно, условия далеко не те, которые были, допустим, при первом переломе, при первичном переломе. То есть вы переделаете чью-то работу? Чей-то, будем говорить, брак? Конечно, 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 вне сомнений. Дело в том, что переломы голени мы вообще лечим. Кроме детей, практически все лечим в аппаратах, ну, скажем так, может быть, 80-90%, все в аппаратах. Вот, и за последнее время таких, ну, если взять, допустим, до уровня 85-го года, что мы имели результаты после перелома, когда мы работали гвоздями, пластинками, вот, то сейчас, конечно, у нас результаты гораздо лучше. Вот, у нас и инвалидности практически нету. А вот конкретно применительно к Оксане, как скоро нам, будем говорить, так станет надо?
Так, ну на ноги, я думаю, приступать мы ее начнем заставлять примерно через недельку. Вот снимем швы и заставим ее приступать, потому что аппарат, он фиксирует довольно четко и позволяет удерживать отломки в таком положении, какие они есть. Вот в нормальном положении. Плюс, значит, аппарат функциональный щит. У вас каждый день получается операция, да? Нет, у нас 3 раза в неделю. 3 раза в неделю. Вторник, понедельник, среда, пятница. Вот это где-то по 3-2 операции. А вот такой еще вопрос. Мы сейчас находились когда на съемках, просто поразила тишина какая-то в вашем операционной. Это значит, что значит, люди занимаются делом, или настолько они уже сработаны, или как, вот этот коллектив, который... Нет, дело в том, что это обычная система. Вот операционная сестра Валентина Егоровна, она с 83-го года. Это отделение травматологии, я уже был здесь, вот я его первый заведующий, ну, в смысле, начинал с нуля, с 82-го года, в декабре где-то мы открылись, вот, и в 83-м году она пришла работать. Я думаю, что за 7 лет тому как-то можно сработаться. А еще, как вот, допустим, определить, вы все-таки больше хирург или слесарь? Потому что вот сегодня такой какой-то необычный набор инструментов, все эти гайки, все эти ключи, это как-то, все эти заточки игл, все эти доставания точил. Ну, я думаю так, что это как бы любой мужчина, так, он склонен к тому, что к какому-то вот слесарному это делать. Поэтому у многих таких хобби машины, крутят там, все прочее. И знаете, и это, с другой стороны, это же интересные вещи. Когда накладываешь, кости стоят как попало, накладываешь вот этот аппарат, потом монтируешь какие-то устройства дополнительные на них, и практически кости можно поставить вот в аппарате, изменяя их положение, можно практически поставить идеально. Ну, в большинстве переломов там бывает, конечно, оскольчатые всякие, такие, где есть свои трудности. Но вот в обычных банальных переломах, как правило, удается поставить идеально. Ну, спасибо вам за операцию. Удачи в работе. Вот такой материал. Заканчивая, мы подумали, о чем этот материал. Возможно, о том, что не повезло Оксане, что она не попала сразу в городскую больницу. Возможно, о том, что медики, хирурги Беркакита пока еще не могут использовать у себя уже прогрессивный метод Елизарова. Возможно, о том, что главный хирург травматологического отделения Николай Владимирович во время операции думает, где ему достать точило, чтобы затачивать эти самые иглы. Но от всех этих проблем страдают люди, вот такие вот Оксаны. Кстати, Оксане в данном случае повезло. Николай Владимирович говорил нам, что примерно через неделю будет ставить ее на ноги. К сожалению, через неделю подъехать мы не смогли. Вот сегодня, закрывая нашу программу, мы подъехали в травматологическое отделение городской больницы и встретились с Оксаной. Значит, тебе 1 ноября сделали операцию, да? Вот в нашей больнице городской. Как ты сейчас себя чувствуешь? Сейчас хорошо чувствую. Превосходно. Превосходно. Когда думаешь выписываться? Ну, мне врач сказал, что на следующей неделе, наверное, будет выписывать. И своему врачу буду там лечить своего врача. То есть опять в Беркакит? Да, в Беркаките. Ну, что ты хочешь сказать, вот как прошла операция? Ну, я лично благодарность приношу большое заведующему. Только заведующему? Ну и всему этому персоналу, который сделал мне операцию, сделали. Вот. Отношения хорошие здесь, мне очень нравится. Ну и все. Всего хорошего всем желаю. Ну вот мы тебе на операции спрашивали, что мол, до свадьбы заживет. Вот сейчас у тебя уже все почти нормально. Замуж ты не собираешься? Нет, пока. Пока не собираешься? Ну Нет. ладно, давай. Удачи. Вот такая вот операция. Ну, на наш взгляд, она длилась не 40 минут, а 5 месяцев. Мы продолжаем медицинскую тему. За окнами зима, время, болезни. Мы встретились с врачом Ашмарина Людмила Ивановна. Она обращается ко всем жителям города. Зрители. В настоящее время началась зима. В связи с этим учащаются случаи острых респираторных заболеваний и гриппа. Да поможем себе. Грипп – наиболее массовое инфекционное заболевание человечества. В годы гриппозных эпидемий заболевание достигает в пределах 80-80%. Ежегодно около 2000 людей в стране погибают от гриппа, и
его осложнений. Экономический ущерб народному хозяйству в крупных городах составляет в пределах 3-4 миллионов рублей. Наиболее доступной профилактикой в нашем городе является это закаливание. Вам предоставляются оздоровительные комплексы, бассейн, сауны, лыжные базы. В настоящее время в нашем городе проводится массовая вакцинация введением вакцины интерназально, то есть закапывание вакцины в нос. Этот метод профилактики наиболее доступный и эффективный. Охват прививками в пределах 80% людей снижает заболеваемость более чем в 4-5 раз. Для экстренной профилактики, особенно в домашних условиях, домашних очагах или в детских учреждениях, у нас существуют препараты, как химиопрепараты типа римонтадина. Римонтадин в первые сутки применяется одна таблетка 3-4 раза и коротким курсом лечения. Также применяется оксалиновая мазь. Оксалиновая мазь закладывается в нос 2-3 раза. Необходимо также, можно применить и препараты интерферона. Интерферон закапывается по 3-5 капель в нос 3-4 раза. Наиболее благоприятные для профилактики мероприятия и доступные – это применение в домашних условиях фитонцидов, то есть в пищу употреблять чеснок и лук. Санитарно-гигиенические мероприятия, которые мы должны проводить как дома, так и в общественных заведениях, это 2 раза в день влажная уборка, вентиляция помещения, проветривание. Необходимо также, если в домашних условиях есть кварц, необходимо кварцевание помещения 2-3 раза в день. Чтобы усилить устойчивость организма к этим заболеваниям, гриппа и острых респираторных заболеваний, можно применять такие препараты, как элеутерокок, женьшень, радиолу розовую и другие легкие биостимуляторы. Так будьте здоровы!